ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В понедельник Ухту с рабочим визитом посетила председатель Республиканского госсовета. Надежде Дорофеевой, кроме прочего, провели экскурсию по Ледовому дворцу. Краткий ликбез про устройство здания и холодильные установки. Сродни музейным экспонатам показывают зал хореографии и тренажерный зал. Познакомиться со спортсменами не удалось. Взамен поход в хоккейную «Святая святых» – раздевалку. Это маленькая раздевалка для предприятия, которое... С какого возраста вы привлекаете? Это мы привлекаем, они только базу предоставляют. С 6 лет, да? Хотя на лед лучше вставать раньше. катание, да, раньше. Присутствующие отмечают, если Сыктывкар знаменит лыжниками, то Ухта – хоккеистами, причем не только любительского уровня. В нашем городе единственный в регионе женский профессиональный клуб. О том, что несколько девушек входят в состав молодежной и национальной сборных страны, местные чиновники всегда говорят с гордостью. А вот что сейчас в клубе нет ухтинок, не акцентируется. Главная проблема не кадровая, а отсутствие финансирования. На наш вопрос, может ли помочь республика, Надежда Дорофеева отвечает: бюджет сложный, нужно рассчитывать на спонсоров, градообразующие предприятия. Но в ходе общения с журналистом ГСП оказалось, надеяться можно не только на меценатов. Я думаю, здесь, наверное, и варианты условия софинансирования, и грантовые премии вот таким талантливым спортсменам юным. Я думаю, что это реально. Я озвучу эти предложения временно исполняющим обязанности главы Гапликову Сергею Анатольевичу, доложу эту информацию. Я думаю, что какие-то варианты будут рассмотрены на уровне правительства Республики Коми. Прежде руководство Ледового дворца шло клубу на уступки, но предоставлять лед по прежним символическим ценам больше нельзя. Остро стоит вопрос с ремонтом крыши. В пример приводят бассейн «Юность». Работает 50 лет, 36 из них без ремонта. В этом году его придется закрыть. Ледовый дворец «Молот» начал работать в 2012 году, но требует много доделок. Сыктывкарская чиновница без ложной скромности уточняет, оказывают ли поддержку градообразующие предприятия. Да, например, сейчас за счет одного из них строится ограждение. Руководство города отмечает, из заработанных городом 18 миллиардов рублей здесь остается 934 миллиона. Денег на многое не хватает. То, что считается будущим, молодежь видит отсутствие перспектив и уезжает.